дорогие наши друзья, дорогие наши читатели, дорогие наши слушатели. Спасибо, что смотрите. И поделитесь, пожалуйста, этими советами. Направляйте своим друзьям, знакомым. Пусть они тоже получают пользу от этих рубриках, от этих советах. Сегодня я хочу рассказать вам истории, которые меня вдохновляют. Знаете, история – это мощная учеба. На самом деле в истории можно очень многому научиться. История даст очень много ценностей. Первая история, которая больше всего мне очень нравится, это история Махатма Ганди. Я изучал его жизнь от и до, и очень сильно изучал. Понимаете, он был человеком, который не мог глаза закрыть на несправедливости и на, скажем, издевательства и унижение своего народа. Больше 400 лет индусы, вообще Индия была колонией Великобритании. И, соответственно, он учился в Европе на адвоката, и когда вернулся домой, он купил билет на VIP-класс или купе, и его не разрешили туда, в это купе приехать, только по той причине он был индусом, понимаете? Только потому, что у него был цвет кожи другой. И тогда он понял, что он говорит: нет, так не должно быть. Я не хочу, чтобы все мой народ и дальше продолжалось так в унижении жить. Правда, многие не верили в том, когда он начинал говорить. Многие его унижали, оскорбляли, избивали. Понимаете, 22 раза его в тюрьму посадили. 22 раза. И это очень много. Но он знал одно. Он верил в справедливости. Он сказал: мы будем мирным путем добывать свободу. Мирными шагами. Мягкий, доброжелательный подход. И, знаете, голос справедливости, она всегда сильна. Он смог убедить и без одного пуля освободил свою страну. Конечно, после того, когда он это сделал, соответственно, между индусами, мусульманами, у них же мусульмане и буддисты есть, между ними ссоры начались, и потом появился Индия и Пакистан, разделилась. Но факт остается фактом, что идея одного человека, справедливый взгляд одного человека принес огромные изменения и жизнь многим людям. И это меня вдохновляет. То есть, глядя на это, я задумаюсь о том, может ли человек изменить свою жизнь? Конечно, может. А может ли он повлиять на судьбу своего региона? Конечно, может. А может ли он повлиять на судьбу всего человечества? Конечно, и может. Пророки делали так. Великие люди делали так. Великие изобретатели делали так. Два брата Райт. Вот это их история. Вторая история, которая меня очень сильно вдохновляет. Которые изобрели самолет. Подумайте, как они облегчили жизнь миллиарды людям. Один из них умер, а второй продолжал делать и взлетел. И это два брата сделали чудо. Понимаете, после того, когда один брат умер, и второй снова взлетел, и все, сделал самолет, сейчас люди даже не думают об этом. Они просто идут, сидят на этот кусок железа и летают. Никто не думает, что раньше до этого кто-то верил бы, если вы кому-то, например, 300 лет назад сказали бы, что железо летит сотнями людьми, 200-300 людьми. Да вас считали бы сумасшедшим, отправили бы вас либо церковь, либо мечеть, вас распяли бы. Понимаете? Коперников распяли, потому что он сказал: земля круглая. Его зажгли на костре. И на кресте, то есть. Поэтому вот история вот это два брата, она меня очень сильно вдохновляет. Я хочу, чтобы человек, который талантлив, брался за что-то, то, что повлияет на судьбу миллионов людей. Ставьте перед собой такие цели, которые могут повлиять на судьбу тысячи людей, и сами интересны. И это ваша цель, и это ваша мечта еще работает хотя бы 100 лет минимум после того, когда вы уйдете от жизни. А если работает еще 1000 лет, это вообще супер. Следующая история, которая меня очень сильно вдохновляет, это история Абу Али ибн Сина. Вы не знаете, знаком с ним или нет, это просто чудо. Это вундеркинд какой-то. Это действительно какой-то вундеркинд своего времени.
когда внимательно изучаешь его историю, вот это Абу Али ибн Сина, это Авиценна, который сегодня мы слышим. Вообще медицина, это слово, персидское слово мададисино, она появилась оттуда, и как Авиценна. Это величайшая история. Понимаете, конечно, иногда сижу, думаю, часто такие люди, наверное, либо рождаются преждевременно, либо порой они рождаются и живут свое время. Они меняют ход истории. Кафирам, неверующим, потому что раньше как было? Он резал мертвых, вытаскивал из могилы, вытаскивал и анализировал, что почему они причину болезни вытаскивал. Он выяснял причину болезни, чтобы лечить жизнь те, которые здоровы, то есть я имею в виду живые и так далее. А его читали, что он неверный, раз он с мертвыми телами так делает. И он всю оставшую жизнь провел в бегах. Понимаете, в бегах провел. Далеко из дома и мечтал вернуться в Бухаре, и так и он ни разу не вернулся. Это супер история. Я рекомендую вам, изучайте из его детства до его самого смерти, и вы поймете, что тех времен было намного труднее получать образование. И эти люди смогли это делать. Это 1000 лет назад, вы понимаете? Я иногда сижу, думаю, Господи, какие они великие люди. Они действительно великие. Вот. Следующая история, которая меня очень сильно вдохновляет, это Нельсон Мандела. Нельсон Мандела, 25 лет в тюрьму посадили его враги. А он оттуда вышел и простил их. Вы понимаете, это какая сила надо иметь? Если кто-то у вас там всего лишь машину поцарапал, или если кто-то из вас оскорблял вас публично, вы ненавидите его и готовы ударить его, и отдачу давать, око за око и так далее. А тут этот человек 25 лет сидел в тюрьму и понял, что когда он оттуда вышел, он просто простил их. Вы понимаете? Это очень огромная мудрость, огромная сила. История Нельсона Манделы меня сильно вдохновляет. Я в его истории очень многому научился, правда. Очень многому научился. Научился уметь простить, научился понять, что доброта все равно победит рано или поздно. Верить в доброту, как бы ни было. Следующая история, которая меня очень сильно вдохновляет, это, возможно, эта история надуманный персонаж. Не знаю, вы видели фильм «Форрест Гамп»? «Форрест Гамп». Я рекомендую вам посмотреть этот фильм. Я временами смотрю этот фильм. А вы знаете, что я научился с этого фильма? Знаете, он за какой бы деятельность не собирается, он в нем становится лучшим и доведет до конца. Если вы внимательно посмотрите, 3-4 направления, которые он выбирает, в конце концов, любые из них становятся известными, успешными и так далее. Может быть, это надуманный персонаж, но даже как бы его ни надумали, я научился от Форрест Гампа фокусировать. Фокус – действие. Фокус – самообразование, энергия, действие. Вот это 4 вещи я внимательно посмотрел с этого фильма и приобрел для себя. Когда ты фокусируешься, у тебя экспертность растет. Ты станешь более профессионалом в этом области. Ты лучше разбираться начинаешь в этом области. Самообразование. Те детали, которые тебе непонятны, учись их. И ты станешь умнее. Энергия. Надо всю энергию отдавать этому, жить с этим. Вдохновленно жить с этим. А не наполовину. А не то, что я делаю, попробую, если получится хорошо, не получится, ничего страшного. Нет, надо максимально вкладывать усилия до тех пор, пока не получаешь свои цели и так далее. Это четвертое, это действие. То есть постоянно действие. Просто делай. Просто делай. И эта история мне очень многому дает. Я временами смотрю этот фильм для того, чтобы осознавать, что Довлатов, нет reality focus, нет reality focus, нет reality focus. Фокус, концентрация внимания. Я раньше делал несколько бизнесов подряд, а сейчас я делаю так. Фокусирую на одном объекте, на одном проекте, пока его налажу полностью. А когда она налажу, все уже дальше двигается на уровне прибыли, потом команда его продвигает и так далее, команда его контролирует. Потом следующий фокус я направляю на построение еще одного проекта или нового и так далее. Таким образом я построил столько бизнесов, и слава Богу, они работают.